У Ассоциации региональных администраций стран Азии появится новый генеральный секретарь. Глава Якутии уже подписал трудовой договор и приказ о назначении. Победный десант организовали в Ленске. Основной задачей стало рассказать о происхождении и значении георгиевской ленты. В Нерюнгринском районе местная администрация организовала встречу с ветеранами. Мы продолжаем эфир телеканала «Якутия-24» выпуском новостей. В студии работает Василий Радченко. Поговорим о главных событиях к этой минуте. На руднике «Удачный» в Якутии произошло загазирование. Система контроля газовой обстановки определила выделение газа метана свыше предельно допустимой концентрации на руднике «Удачный» компании «Алроса». Инцидент произошел 7 мая в 23:30 по местному времени. На момент ввода плана ликвидации на руднике находилось 126 рабочих. Всех людей незамедлительно вывезли на поверхность. Пострадавших нет, об этом сообщили нашему телеканалу в пресс-службе «Алроса». По состоянию на сегодняшнее утро специалисты военизированной горно-спасательной части продолжают работать на руднике, осмотры выработок также продолжаются. Пока что в шахту рабочие не спускаются, сами работы также приостановлены до полной дегазации рудника. Угрозы жизни и здоровью людей нет. На реке Лени нижняя кромка ледохода наблюдается в 62 километрах выше поселка Вити. Отмечается затор, не доходя Паршинских островов. В пределах Ленского и Алекминского районов продолжается подъем уровней воды у населенного пункта Витим Ленского района. Вода на льду, уровень 98 сантиметров, при критических 950, у города Ленска 87 сантиметров. Между тем, на малых реках Якутии начались подвижки льда. Река Нюя вскрылась накануне. На реке Алекма 4 мая начался ледоход в верхнем течении реки. На территории Читинской области, на реке Амга в Верховьях наблюдаются процессы разрушения ледяного слоя. На реке Алдан на всем протяжении и его притоках суточный рост уровня воды составляет от 10 до 30 сантиметров. Отмечаются закраины, лед поднят. На реке Тимтон в Верховьях подвижки льда, разводья, и ближайшие 2 суток ожидается ледоход. В верхнем и среднем течении реки Вилюй наблюдается суточный рост уровней воды от 10 до 60 сантиметров. Наблюдается вода на льду и лед потемнел. К другим темам. Айсен Николаев подписал трудовой договор и приказ о назначении нового генерального секретаря Ассоциации региональных администраций стран Северо-Восточной Азии. Далее о РАСВА. Генеральный секретарь, представитель Кореи Ким Кван Хун, слагает свои полномочия 10 мая в связи с истечением срока договора. Он заверил, что новый генсек лучший из кандидатов и уверен, что он принесет пользу АРАСВА. Глава региона Айсен Николаев обозначил важные направления, в которых будет председательствовать Якутия в течение 2 лет. Это развитие туризма между странами-участниками ассоциации, Китаем, Японией, Кореей, а также инвестиционные и торгово-экономические направления. Айсен Николаев выразил благодарность за визит и готовность к тесному взаимодействию. Максим Ходорченко из Уснеры со сложным диагнозом начал осваивать экзоскелет, разработанный учеными из города Волгограда. Приобретение аппарата помогла национальная вещательная компания «Саха» в ходе акции «Весна на НВК». С Максимом встретился и наш корреспондент Артур Старостин. Первым делом Максим приехал посмотреть на площадь Победы, подышать свежим воздухом, прогуляться, так как до приобретения экзоскелета Максимке сложно было самостоятельно ходить. Мне сразу понравилось, потому что благодаря нему я начал поднимать и разрабатывать руки. Сейчас у меня из-за, скажем так, первого опыта есть осложнение. То, что я не очень легко могу поднимать, но в течение полугода я должен вот это вот именно разрабатывать. Через полгода, даже может раньше, Максим подружится с аппаратом, и его движения станут более свободными. То, что он уже сам крепко обнимает любимую маму, это для них счастье. Он уже в дальнейшем будет сам самостоятельно и кушать, и он все будет сам делать. Мы очень счастливы, что познакомились с такими врачами, как Воробьев Александр Александрович, как Федор Алексеевич. Мы очень счастливы, что мы побывали в таком прекрасном городе, как Волгоград, где очень дружелюбные люди, где везде всегда понимают. За все спасибо.
Семья Ходорченко бесконечно благодарна всем, кто им помог материально. Я хочу выразить также благодарность тем врачам в институте. Сан Саныч, Федор Алексеевич, вам привет огромный, если вы это видите. Очень добрые люди. Особую благодарность семья выражает коллективу национальной вещательной компании «Саха», подарившей сертификат на приобретение экзоскелета. В начале марта мы получили очень интересное письмо от Максима о том, что ребенку требуется экзоскелет и о том, что он очень любит смотреть наш телеканал, хочет стать телеведущим. И действительно это письмо нас затронуло, и мы решили помочь. И очень надеюсь, что с ним все будет хорошо. И в следующем году тоже во время акции «Весна на МВК» мы его увидим у себя в студии. На данный момент родители Максима осваивают устройство, предназначенное для восполнения утраченных функций и увеличения силы мышц ребенка. С помощью резинок настраивают приспособление. Поднимай. Теперь слишком вот стало цепляться. Тогда здесь надо чуть-чуть прибавить. Экзоскелет также активно помогает выпрямлять и укреплять спину Максимки. Вадим тоже в меру своих сил старается помочь старшему брату. Он просто не умеет читать. Мама учила, как и я. Вот, началось хорошо, более раньше сложно было, сейчас более удобно начал кушать. Семья Ходорченко всегда надеется на лучшее. Они счастливы вместе и радуются каждому дню. И то, что Максим для своей первой прогулки выбрал площадь Победы, очень символично. Впереди у него еще много побед. Артур Старостин, Светлана Поцелуева, Аймиконский район. Победный десант организован в Ленске сотрудниками городского управления культуры. Основной задачей стало донести происхождение и значение георгиевской ленты. В преддверии 74-й годовщины Победы девушки в советской военной форме раздают их всем прохожим, а детям повязывают на одежду и проводят краткий экскурс в историю. Наша задача напомнить людям, что грядет великий праздник, праздник Победы, и что нужно об этом помнить и помнить о тех героях, благодаря кому мы заслужили эту победу. Поэтому ежегодно, каждый раз мы раздаем около 300, может даже больше ленточек, так сказать, создаем предпраздничную атмосферу, приглашаем людей на мероприятия, которые пройдут у нас 8 и 9 мая, посвященные Дню Победы. А тем временем в Нерюнгринском районе местная администрация организовала встречу с ветеранами. Подробнее об этом расскажет Александра Цыбикова. Каждым годом наших героических дедов и бабушек становится меньше. На сегодняшний день в Нерюнгринском районе ветеранов Великой Отечественной войны осталось всего 3 человека. Возможность лично поздравить ветеранов и пожать им руку в знак благодарности за наше мирное небо над головой – это скорее не торжественный момент, а почетная обязанность. Уважаемая Мария Яковлевна, я, конечно, от лица, наверное, молодого поколения хочу поздравить вас с этим огромным праздником, сказать вам большие слова благодарности за то, что вы сделали для всех нас, для всей страны. За каждой открывающейся дверью стоит судьба человека, отдавшего в годы войны все для нашей победы над фашизмом. Много воспоминаний и у Марии Яковлевны. Родилась она в 1926 году. Когда начались военные действия, Мария Паскаль работала няней. Но молодая и решительная девушка оставила свои обязанности и отправилась в тыл работать на завод по изготовке снарядов. Вот я лоточек заполнила, пожалуйста, отдайте швее. А швея после нас зашивает. А мы лейкой воспламенитель заполняли этот черный порох. И швея берет, зашивает, и тогда мы идем спокойно, что немцы до нас не допустят. Вот объявили воздушная тревога. И говорят некоторые, надо идти в бомбоубежище. Мы никогда не ходили, мы работали. Не дожидаясь дат и годовщин, уделить внимание ветеранам – огромная ценность времени, которого у героев осталось совсем немного. Александра Цыбикова, Вадим Барашков, Нерюнгри. Ветеранам и пенсионерам бесплатный обед. В столице республики стартовала благотворительная акция «Обед с ветераном». Дмитрий Тымыров с подробностями.
Алексей Васильевич Гоголев – ветеран тыла. Ему 89 лет. Живет в пенсионате пару недель. В силу своего здоровья он не может долго стоять на ногах, а в основном сидит. Я сам еле-еле хожу. Завтра еле куда-то выпустили. А сами откуда? Я с родом Саратовского района. Алексей Васильевич хочет куда-нибудь прогуляться, но здоровье не позволяет. От общения он не отказывается, только радуется. Чтобы ему и другим постояльцам здесь не было скучно, хозяйка социального учреждения Мария Ефремова решила организовать благотворительную акцию «Обед с ветераном». Мы в преддверии вот 9 мая организовали вот бесплатный обед. Как бы обед с ветераном. Планируем каждую неделю 3 раза при поддержке социальной столовой под руководством Гузовой Ирины Борисовны обед. Кто желающий, близко кто живет, пусть приходят к нам пообедают. Мы всех принимаем. Стать участником благотворительной акции могут быть люди пожилого возраста от 55 лет и выше. Как отмечает Мария Ефремова, здесь гостям не будет скучно. Помимо обеда, тут гостей обучают шитью, вязанию и другим хорошим навыкам. Я в основном смотрю, ухаживаю за внуком. И вот в свободное время я вот сюда с удовольствием прихожу. Здесь учусь первым навыкам шитью. Сегодня во время благотворительного обеда постояльцам пансионата не дали скучать. Были и песни, и пляски. А главное, наш герой Алексей Васильевич вдоволь пообщался с гостями социального учреждения. Вот я хочу им дать именно вот это то тепло, которое не хватает нашей жизни, да. А вот старость всем приходит, да, любое время. И неожиданно кому-то больно приходит, кому-то как-то неожиданно. Мы, естественно, не хотим стареть, но жизнь берет свое, все-таки против природы не пойдешь. Благотворительная акция «Обед с ветераном» будет проходить в течение всего этого месяца, участником которого может стать каждый житель столицы. Главное заранее позвонить в пансионат как дома и предупредить о своем визите. Дмитрий Тымыров, Владимир Павлов, Якутск. На этом выпуск подошел к концу, но наши корреспонденты продолжат следить за развитием событий, а мы, в свою очередь, будем держать вас в курсе новостей. Я напомню, что еще больше актуальной информации вы найдете на наших официальных сайтах yak24.ru, nvk-online.ru, а также в социальных сетях, YouTube-канале и на Яндекс.Телевидении. Спасибо за внимание и до встречи в следующих выпусках новостей.